Зимник. Для жителя Севера слово «зимник» всегда ассоциируется с дорогой жизни. Жителям теплых мест не понять значение этого слова в условиях Крайнего Севера. Зимник – это необходимость, граничащая с риском. Зимником называют дорогу, по которой можно двигаться только после полного промерзания рыхлой почвы и рек. А происходит это только по наступлению самых лютых холодов. Здесь одна минимальная ошибка на дороге может стоить для вас жизни. Здесь сотни и сотни километров безлюдного и замерзшего пространства, где только вы и одна природа. Но есть люди, отвага которых восхищает. Люди, которые возят грузы, так необходимые для снабжения Севера, невзирая ни на что. Это их работа, это их жизнь. Ведь зимой северные регионы можно обеспечить только таким способом. Наш путь начался с овощной базы Якут-Оптторга, самой большой на данный момент, рассчитанной на 5000 тонн. Мы попали как раз на погрузку грузовика, на котором мы отправимся на север. Грузовик этот особенный, он переоборудован для перевозки теплых грузов. Контейнер у него как термос. Задача рефрижератора – не впускать холод вовнутрь. Ведь мы будем везти очень хрупкий для мороза товар. Это овощи, фрукты и другие боящиеся холода товары. Они должны быть доставлены своевременно и свежими. Автомобили эти на протяжении лета готовились к этим поездкам и прошли уже немало километров по северной земле. На протяжении дня грузчики заполняли товарами контейнер, и ближе к вечеру мы познакомились с нашим водителем. Поначалу он нам показался малоразговорчивым и очень сконцентрированным. Ему надо принимать весь груз и ответственность за него лично на себя. Закупоривание контейнера – это очень важная часть, поэтому водитель производит его самолично. После погрузки автомобиль готов к поездке. Теперь только долгие и волнительные часы ожидания, и завтра рано с утра мы встанем на дорогу. Нашего водителя зовут Попов Петр из Горного Улуса. Работает водителем в компании Якут-Оптторг. Как и многие якутские мужчины, человек немногословный. Сразу приступает к делу. Перед выездом надо проверить все системы грузовика. Теперь наша жизнь будет напрямую зависеть от исправности техники и умения Петра. Петр говорит, что нам еще повезло, что мы выезжаем в раннюю весну. Самые суровые холода миновали, но наступает другая опасность. Из-за потепления дорога становится слишком скользкой. После запуска двигателя мы оставляем его прогреваться. А сами решили перед выездом попить чаю и пообщаться с нашим новым знакомым. Ведь нам с ним предстоит проехать одну из самых экстремальных дорог на этой земле, протяженность которой составит около 1650 километров. Мы начинаем наш путь с Якутска до села Батагай Верхоянского улуса. Сегодня снова отправимся в рейс. Поедем в Верхоянский улус, село Батагай. В теплом отделе у меня 10 тонн, а в холодном более 7 тонн. В прицепе холодные продукты. Прогреваем двигатель. Сейчас допьем чай и двинемся в путь. После чая мы начинаем наш путь.
Нам останется только молиться, чтобы мы вернулись живыми и невредимыми. Ведь если что-то случится, нам придется рассчитывать только на себя и на удачу. Нас и все проходящие через эти ворота машины провожает охранник Геннадий Николаевич. Дорога трудная бывает, они уходят неделями, но у них радиостанции с собой, рации, связываются между собой по дороге, помогают друг другу, связываются. Там же сотни километров, тундры там никого нету, а где помощь возьмешь? Только на себя надеешься. Пожелав нам удачного пути, охранник дядя Гена проводил нас с теплой улыбкой. Петр в разговоре оказался очень приятным и душевным собеседником. Он работает водителем большегрузов уже 9-й год. Часто возит грузы на север, а в компании «Якут-Оптторг» уже завершает 1-й сезон. Эта поездка для него 7-я по счету. Компания в этом году сделала 70 рейсов в Верхоянский Улус. Завезено уже 1400 тонн продовольствия. Пока едем по центральной части Якутии, дорога ровная, асфальтированная. Петр предупреждает, чтобы мы не расслаблялись. Дорога, она всегда непредсказуемая. По пути следования нам предстоит несколько раз останавливаться и заправляться. Это стоит немалых денег. Сколько литров надо залить? 250. А дальше по пути в Татти заправимся. По обыкновению мы начинаем наши рейсы с 6 утра. Встаешь, завтракаешь и сразу в дорогу. И так до обеда. А обед происходит там, где попадется. Стараюсь останавливаться к часу дня. После обеда также едешь до ужина. Ужинаешь, а после ужина едешь примерно до 12 ночи. А после 12 прекращаешь движение. Профессия водителя особенно сложна в северных поездках. Это, считай, зимой в холод, а в это весеннее время года дорога очень скользкая. Главное ехать не спеша, не суетиться, и все будет в порядке. У земли надо просить благословения. Я в основном стараюсь следовать этим обычаям. По приезде в другую местность всегда кладу оладушку. И главное, за техникой хорошо ухаживать. В этом сезоне мы успели сделать около 10 рейсов по перевозке продуктов.
Да и душа радуется привозить туда более низкие по стоимости продукты. Местные жители с нетерпением ждут наш приезд. После небольшого перекуса и душевной беседы мы двинулись дальше. Природа Якутии завораживает. Поселки меняются друг за другом. Но чем дальше от центра, тем дальше становятся дистанции между населенными пунктами. Дорога сменилась с ровного асфальта на трассу. И мы начали ощущать все ухабы, по которым проезжают колеса нашего верного друга. И только Петр уверенно смотрит вперед и ведет машину. К вечеру мы приближаемся к Хандыге. Пейзаж за окном начал меняться. Если в центральной Якутии мы преимущественно ехали по равнинной местности, то здесь уже начали вырисовываться сопки, и лес становится более редким. И вот, проехав более 400 километров, мы доехали до Хандыги. Отсюда до пункта нашей ночевки осталось совсем немножко. Петр планирует переночевать у развилки, там, где наш путь идет не по федеральной трассе, а по узкому и опасному зимнику. В этот день мы начали движение очень рано. За окном темно, ведь полярные ночи, они очень долгие. Мы проснулись в 3 часа ночи и продолжили свой путь. С наступлением утра мы доехали до маленькой речушки. Реки в это время года являются очень опасной преградой, поскольку из расщелин льда начинает вытекать вода, появляется наледь, и это очень затрудняет движение. Вот перед нами застряла одна машина. Все как один пытаются помочь друг другу. Это неосязаемое понимание и взаимовыручка – самое важное, что нужно в таком опасном положении. В дороге в опасности находятся все, кто в пути. В самый критический момент всегда приходится уповать на поддержку близких. И в этот раз этот негласный закон показал свое преимущество. Ямы очень глубокие оказались. Надо проходить осторожно такие места. Часто в таких случаях ломаются прицепы и ходовая. Ничего. На дороге такое бывает. Дорога очень узкая. В ней еле как умещается только один автомобиль. И чтобы разъехаться этим многотонным махинам встречными курсами, приходится находить специальные карманы, чтобы пропустить его. Глядя на эти обрывы, сердце замирает. Одна ошибка, и мы пропали. А ведь это только начало. Впереди нас ждет несколько сотен километров смертельной опасности. Большой Алчан. Это священное место. Здесь по традиции надо обязательно остановиться и задобрить духов здешних земель. Мы добрались до Большого Алчана. И здесь по обычаю надо покормить духов земли.
У духов земли просим, пусть дорога будет ровная, пусть техника не подводит, пусть продукты целыми дойдут до людей. Мы попросили духов, чтобы наша дорога была ровная, чтобы мы живые и здоровые доехали до нашей цели, чтобы духи были к нам благосклонны. Не всем везет на этой дороге. Одна мельчайшая ошибка может стоить жизни. За колеса его поправляют? Ага. Водитель не смог вписаться в поворот, и грузовик вылетел на обочину и опрокинулся. Водитель, к сожалению, погиб. Хоть бы нейтралку поставили бы. Добравшись до Тополиного, мы решили перекусить. Это последняя точка перед Батагаем, где ловит мобильная связь. Нам не надо медлить, ведь продукты везем. Так что в 3 часа ночи мы двинулись в путь. Перевалы прошли. Малый Алчан, Большой Алчан. Днем там бывает очень скользко, поэтому специально рассчитали так, чтобы проехать их ночью, пока дорога мерзлая. По-быстрому перекусив, мы двинулись дальше. Перед выездом надо попросить благословения у местных духов. Это незыблемый обряд. Куда приехали? Выехали с Тополинова. Дальше пойдем по реке Тампо. Несмотря на все великолепие и красоту здешних мест, надо понимать, что это очень суровое место. В таких местах можно верить только в себя и надеяться на благосклонность духов, что человек всего лишь гость на этой земле. К вечеру мы добрались до рассчитанного места для ночевки. Я даже не мог себе представить, как же утомляет напряжение и бездорожье. Хороший суп будет. Поужинав, мы усталые легли спать. С первыми же лучами солнца мы сразу двинулись в путь. Северное морозное утро бодрит и дает надежду на удачное завершение рейса. По пути мы встретили другого водителя Якут-Оптторга, который возвращался с Батагая по нашему маршруту. Да, здесь видео снимают. На телевидение перешел. Тебя хотят снять в главных ролях. Тогда я не буду останавливаться. Остановись. Да помаши ты людям. Нормально все? Ничего хорошего. Головку пробило, водой заливает. Плохо. Одни нервы. Плюс к тому сегодня утром ручник сломался. Пришлось отключить. Вот теперь еду без тормозов на прицепе. Удачи на дороге!
Спасибо. Если что, дай знать. Несмотря на поломки и крайний риск, ему необходимо дотянуть до Якутска. Да будут благосклонны к нему духи земли. Что за машина? Дорожники. На севере только так дороги делают. Снег убирают. Дорога на севере очень узкая. Только одна полоса. Понимая протяженность и сложность ее поддержания, становится ясно, почему именно так, а не как иначе. Остановившись у священного дерева, мы попросили его о благополучии всех, кто находится в дороге. Пусть все те, кто в пути, достигнут своих целей. Видя поломанную и оставленную технику на протяжении всего пути, хочется верить, что все водители и пассажиры живы и здоровы. Как говорит Петр, это хозяин местности. Он ждет своей доли, будь ты охотник, рыбак или водитель, должен к нему относиться с уважением. О, улетел. Сохранность продуктов – главная задача водителя. Ведь за товар он лично несет ответственность. И даже небольшая задержка или поломка на дороге может стоить всего перевозимого в контейнере. Дорога относительно ровная, техника в порядке, продукты тоже в порядке, температура стабильная. Сколько показывает? Сейчас плюс 4. Это самая оптимальная температура. Еда не промерзнет и не протухнет. На удивление, третий день прошел без каких-либо эксцессов. Мы даже не заметили, как быстро солнце спряталось за горами. Едем уже третьи сутки. Ужинаем. До села Тукума осталось около 40 километров. Сейчас после ужина доедем до туда и там переночуем. А завтра рано с утра встанем на дорогу и, надеюсь, доедем до Батагая. Дорога, она непредсказуемая. И, как говорит наш водитель, нельзя слишком громко заявлять о предстоящих километрах и времени их преодоления. Всегда что-то может пойти не так. Надо быть спокойным и все решать с холодным носом и расчетом. Второй водитель, коллега по компании нашего Петра, рассказал, что впереди есть участок, где длинный подъем, и к моменту нашего прибытия туда там станет слишком скользко. Он предупредил нас быть осмотрительнее. И вот подъехали к этому подъему. Видно, сколько техники стоит, не сумев преодолеть этот подъем. Собравшись с духом, мы ринулись на покорение этой вершины. А, черт! Все, сели, цепи одеваем. С первого захода вершина не далась. Нам приходится одевать специальные цепи с шипами на колеса для лучшего сцепления со скользкой поверхностью. Процедура эта требует немалого умения и труда.
Хорошо, что никто не равнодушен. Все скопом начали помогать нам. Вот где чувствуется дух народа. Мы недалеко от Батагая. Вот в длинном подъеме стояла застрявшая машина. Хотели ее объехать, но дорога слишком скользкая оказалась. Да и обороты потеряли. Притом еще без цепей были. Одев цепи на колеса, наш грузовик медленно, но верно начал карабкаться к вершине. Как было сказано, никого не оставляют без помощи. Мы, отцепив прицеп, спустились к плотно застрявшему грузовику и вытянули его из снежного плена. Вытащили мы его. Хорошо, что без проблем прошло. Вот и добрались мы до Батагая. Сколько дней? На 4-е сутки доехали. По пути на горе Медведя на подъеме небольшая проблема была. Один грузовик вытащили. Сейчас на окраине Батагая сначала разгрузим прицеп. Там есть холодный склад. Сначала прицеп, потом в центре Батагая разгрузим теплые продукты. И вот спустя 4 дня мы наконец-то добрались до нашей конечной цели. Радости нашей нет предела. Теперь главное — это разгрузиться и передать товары, так ожидаемые жителями, в склады хранения. Вот, подъехали к холодному складу. Доставка свежих продуктов прямо на север — это очень трудоемкая и рискованная работа. Но когда нет другого вида доставки товаров, приходится идти на такие меры. Ведь ряд улусов Якутии невозможно обеспечить самым дешевым водным способом доставки. Поэтому зимник – самый эффективный способ. Какой бы ни была опасность на дороге, мы, как люди, понимаем, чем дешевле доставка, тем ниже себестоимость товара, вследствие чего уменьшается стоимость товара на прилавках магазина. На этом наша поездка заканчивается. В поселок Батагай все продукты, необходимые до лета, мы уже завезли. А дальше только дорога обратно до Якутска. И я поехал. Всем пока. Жизнь и дорога – понятия неразделимые, как с бытовой, так и с философской стороны. Глядя на мужество и умение этих водителей, удивляешься их скромности и открытости. И какой бы ни была дорога, нет направлений, докуда они бы не добрались. Автор сценария и режиссер Павел Чинянов. Оператор Роберт Михайлов. Звукорежиссер Анатолий Яковлев. Куратор проекта Алена Дьяконова. Текст читал Степан Федоренко. Фильм снят по заказу акционерного общества «Якут Опторг». 2023 год.